В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Зарядки для электрокаров, автомойка и сразу 4 уровня подземного паркинга. Поехали! Увидел, как в Казани открыли паркинг сразу на 1000 машин. Салават Мухаммадулян. Школы республики ждут большие перемены. Существующая система перемен не позволяет организовать питание с выделением достаточного времени для приема пищи. Как будут бороться с остывшей едой и язвой желудка, знает Алия Хайрудинова. Экономить, быть активистом или подрабатывать? Невозможно нормально жить только на стипендию. Хватает ли средств на жизнь студентам сегодня, узнавала Юлия Муратова. Санки-ушанки! В Альметьевске прошел фестиваль креативных саней. На самой большой санке-ушанке покаталась и Филюза Хамидуллина. В Казани у НКЦ построит детский парк. Это стало известно сегодня во время открытия нового многоуровневого подземного комплекса почти на 1000 машин на берегу Казанки. Подобный паркинг второй по величине в России. И паркинг – подарок республике от группы компании «Таиф». Как изменилась и продолжит усовершенствоваться площадь у Национального культурного центра «Казань», расскажет Салават Мухаммадулин. 3, 2, 1, поехали! Поехали в прямом и в переносном смысле. Многоуровневый паркинг почти на 1000 машин открыт для всех желающих. И это 4 этажа под землей на берегу Казанки. Вот зеленая лампочка зажглась, идет зарядка. 8 зарядных станций для электрокаров, бесконтактная автоматическая мойка и современная система вентиляции для безопасности. Это уникальный проект для республики. Это один из крупнейших в стране подземных парковочных комплексов. 4 уровня паркинга доступны для всех желающих. Здесь даже есть сразу 4 лифта, вот один из них, и все это сделано для удобства посетителей. Посмотрите, сколько места. В общем, заторов здесь, я думаю, точно не будет. Группа компании «Таиф» всегда выполняет взятые на себя обязательства, и предложение, полученное на инвестиционном совете 3 года тому назад, вот сегодня материализовалось. Многоуровневая парковка стала одним из подарков от группы компании «Таиф» на 100-летие республики. Еще в октябре она же завершила работы по благоустройству сквера у НКЦ. Тогда стоимость работ составила больше 157 миллионов рублей. Сначала отсюда вывезли 200 грузовиков мусора. Чтобы склон стоял крепко, сюда потом уже завезли 6000 КАМАЗов грунта. Здесь появились новые пешеходные дорожки, зеленый газон, скамейки с видом на панораму Казани и асфальтированная дорога. Я хотел поблагодарить Альберта Хашабовича, вас, вашу команду, Казань Оргсинтез, который плотно занимался, наших строителей. Это огромный труд. Мы высоко ценим и аплодируем нашим инвесторам и строителям. Плоды этих инвестиций уже оценивают казанцы и гости города. Мне нравится. Мы постоянно там гуляем, с детьми отдыхаем. Мне нравится. В городе парковок становится все больше, это хорошо. Наконец есть куда поставить машину, потому что на улицах бросать уже негде. Доступное место, тем более в зимний период, снегопад для водителей очень удобно. Есть место на новой парковке для туристических автобусов. 62 парковочных места для лиц с ограниченными возможностями. Заехать, оценить и оставить свой автомобиль здесь могут все желающие с 3 февраля. Салават Мухаммадулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Приступить к капремонту многоквартирных домов в Татарстане не позднее марта. Такое поручение сегодня дал Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства. Программа в этом году придет в 936 многоквартирных домов. На нее выделено почти 6 миллиардов рублей. Сейчас проходят экспертизы и конкурсы на строительно-монтажные работы. 79 объектов готовы для аукционов. Президент Татарстана поручил не тянуть с подготовкой и начать ремонт не позже первого квартала. Проектно-сметная документация, договора заключены на все жилые дома. Сейчас проекты на завершающей стадии находятся, и мониторим проведение экспертизы проектно-сметной документации. Последний срок – это конец марта, потому что если мы дальше уйдем, мы как в этом году, окажемся в сложной ситуации.
Финансовые затраты на посевную оценивают в 25 миллиардов рублей. Об этом на еженедельном совещании сообщил глава Минсельхоза Республики Марат Ахметов. Больше половины этой суммы будут заемные средства. Министр добавил, что положение должно выправиться уже в феврале, когда сельхозформирования начнут получать поддержку на приобретение удобрений. Давайте эту тему на каждодневный контроль. Если надо с банками встречаться, если надо еще какие-то возможности. То, что мы в наших возможностях мы с вами переговорили, договорились, вот в рамках этой работы просьба активизироваться. Учитель, ученики и родители в Татарстане пошли на уникальный проект. Начали выявлять самые дружные классы в республике. Главная задача – сплотить все звенья школьной цепи. Только так можно противостоять конфликтам, которые участились в школах страны. Зарина Ахметова узнала, какой же класс самый дружный в республике. Они здесь, чтобы поделиться уникальной формулой дружного класса. Это те, кто прошел в финал республиканского конкурса. Всего 26 команд. Как показала практика, главное – сплоченность и единство. Одни сравнили класс с теремком из сказки, другие вспомнили, что когда-то и сами были школьниками. Мы сближаемся, мы делаем какие-то идеи, новые проекты, выступаем вместе. Всем интересно, весело очень. Не остались в стороне и папы. Даже в гримерке они заряжают энергией свою команду. Что дает конкурс? Конкурс дал объединение, настроение. Я хочу сказать, что благодаря этому дети стали другими. Они повзрослели. А родители, наоборот, вспомнили свое детство. Объединить школу, детей и родителей в союз. Вот основная цель проекта. Он появился 3 года назад и сегодня призван решить одну из насущных проблем образования. Мы очень много и часто говорим и пишем о том, что недостаток понимания между родителями, педагогами и учениками приводит к различным конфликтам. И, пожалуй, один из основных практических шагов к ликвидации такой напряженной иногда ситуации являются подобные конкурсы. Победителем конкурса стал родительский комитет школы номер 2 из Лаишевского района. Второе место поделили гимназия 29 из Челнов и Мамадышская первая школа. Зарина Ахметова, Алсу Арсланова, Марсель Джураев, ТНВ, Нижнекамск. Большие перемены для школьных перемен. Изучить возможность увеличить время между уроками рекомендовал Роспотребнадзор Республики. Все для того, чтобы обеды были всегда горячими. Пока же отведенных на перемену минут часто не хватает. Где-то, чтобы обеспечить поток желающих подкрепиться, накрывают заранее. Где-то из-за длинных очередей до заветной тарелочки просто не успевают. Школьники снимают видео, родители атакуют групповые чаты. О переменах, которые сейчас все обсуждают. Алия Хайрудинова. Это макароны. Как нас кормят в школе макаронами? Это видео учениц одной из школ города Юрга. Макароны верно превращаются в кашу, сами девочки уходят голодными, назвав это собачьей едой. В Татарстане другая проблема – отведать кулинарные изыски успевают не все. Ученика Челнинской школы просто не пустили в столовую. Кто не успел, тот не съел. Тревогу забили родители, чьи дети жаловались. Остывшая еда несъедобна. Мамы и папы пошли в Роспотребнадзор. Существующая система перемен не позволяет организовать питание с выделением достаточного времени для приема пищи. И как следствие этого мы видим предварительное накрытие столов. Это приводит к остыванию блюд и понятным нам отказом детей от такой еды. У Эльвиры Хисаевой дочка школьница. Проблемы с обедами знакома. Мне дочка часто жалуется, что не успевает пообедать нормально, и получается только пирожок может покушать. Тут дети не сыты, сами знаете, знания совсем другие. Когда ребенок сыт, здоров, и все бывает хорошо. За большие перемены ратуют и общественники. Решение проблемы в математической формуле. Высока вероятность, что будет введена какая-то единая норма по всей стране, но при этом, поскольку она не будет учитывать конкретные характеристики конкретных школ, исполнение ее в отдельных регионах, в отдельных школах будет невозможно. В 146-й школе Казани проблемы остывших обедов нет. На 1500 учеников 250 посадочных мест. Перемена достаточно большая, чтобы успеть и поесть, и даже отдохнуть. Качество еды отличное. Мы все время берем то, что нам хочется съесть, и мы всегда все едим. Вот именно здесь ученики этой школы могут выбрать то, что на их взгляд действительно вкусно, а после обязательно съесть. К слову, из-за того, что раздача питания организована зеркально, скорость потока увеличивается в 2 раза. Скорость придает и то, что дети не расплачиваются наличными, а лишь заранее пробитыми чеками. Это несчастливое исключение. Ждать указаний сверху
сверху не нужно ни одной школе. Возможность увеличения перемен – это в полном объеме прерогатива самого образовательного учреждения. Директор принимает об этом решение. Это вопрос решаемый. Рычаг решения проблемы был в руках давно. Важно лишь учесть логистику школы и лоббировать интересы прежде всего школьников. Алия Хайрудинова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. От стипендии до стипендии они живут отнюдь не весело. В одном из наших выпусков мы рассказывали, сколько же сейчас получают студенты. Сегодня мы решили пойти дальше и заглянули в кошелек учащихся, чтобы понять, на что же хватает этих средств. Калькуляцию представит Юлия Муратова. Снимаю эту комнату за 5000. Мадина Зарипова, студент медицинского университета, решила жить не в общаге, пока не работает, и из собственных доходов только стипендии и матпомощь от вуза. Редкостные походы в кино. Редкостно ты можешь где-то попить кофе. Весь ее студенческий доход в месяц 4500 рублей, а расходов в 4 раза больше. На питание, транспорт и жилье уходит 20 000 рублей. Дополнительные траты 1500 рублей. Признается, на одежду и кино вообще приходится копить месяцами. Рада, что помогают родители. В основном вся поддержка идет с их стороны. Это получается, вот они мне каждую неделю дают 2000, и это как раз-таки уже и хватает. Елизавета Киселева, студент Института культуры, живет в общежитии, учится на факультете телевидения на отлично, участвует в общественной жизни вуза, поэтому получает повышенную стипендию. Ее студенческий доход от 4 до 14 000 рублей. Эти деньги уходят на питание, транспорт и жилье. Итого 15 500. Хватает этих денег впритык на одежду и так далее. Но вот хочется на самом деле еще культурный отдых, хочется сходить в театр. В театр стоит там на балет 2000. Это цена вообще неподъемная для студентов. Поэтому Елизавета работает все выходные и даже в праздники. А в последний месяц прибавились и платы на лечение. Невозможно нормально жить только на стипендию. Невозможно себе позволить там купить то, что ты хочешь, поесть элементарно. Активная общественная жизнь, трудолюбие – это шанс для студента рассчитывать на какие-то дополнительные доходы. К примеру, в КФУ, участвуя в студенческой жизни, можно получать в месяц до 13 000 рублей. Плюс транспортный грант, и если еще и работать, можно выйти на планку среднего дохода. Но для этого придется полностью перекроить свой подход к молодежной жизни. И вопреки расхожему мнению о веселом студенчестве, придется чем-то жертвовать. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А пока у студентов каникулы, они с удовольствием присоединились к зимним забавам. Прокатиться по ледяной горке и удивить креативом. Фестиваль «Санки-ушанки» стартовал в Альметьевске. Приехали сюда сани со всей республики. Кто на печке, кто на ледоступе, а кто и вовсе на танке. Прокатилась на модных санях и Филиза Хамидуллина. Штукатуркой штукатурил и рисовал шпателем. А на основу прикрепили линолеум, крылья сделали из старого тюля. Салават Нургуманов с сыновьями это чудо смастерил за неделю. 3 самурая оказали самые большие и креативные санки на фестивале. Помогли ребята, у кого что было, все дали. То есть кто ДСП дал, кто доски дал, а все остальное уже сами делали. Если надо, мы станцуем, если надо, мы споем. А это ступолет бабок-ежек. Приехали из Азнакаева. Идея пришла сразу, потому что у нас девчонки очень креативны. Сразу мысль пришла. Наша ступа называется «Ступолет». Пронестись по ледяной горке до финиша – один из критериев конкурса. Но никогда не знаешь, как поведут себя креативные сани. Многие испытали их лишь здесь. Самый длинный спуск горы у команды юного футболиста Арслана Гадеева. Проехали все 60 метров. Санки в виде футбольного поля соорудили за 2 дня. Ну, я люблю футбол. Из-за этого мы сделали санки такие. Ну, здесь искусственная трава получается у нас. Что мы еще? У нас трубы. В основании все идет, трубы у нас стоят. Всего на фестивале 22 участника. Главное условие – сделать креативные санки из подручных материалов. Полипропиленовые трубы, ДСП, фанера, бутылки. Результаты впечатляют. Сделали даже санки в виде печи. Причем внутри горят дрова. Из этих материалов мы решили сделать печку. В этом нам, конечно, естественно, помог наши мужья. Рыбная Слобода, Камские поляны, Набережные Челны, Казань. Санки привезли со всей республики, чтобы стать самыми креативными и быстрыми. Данное мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, привлечение к молодежи к новым каким-то идеям. В общем, бабаёшки спускались на печке здорово, они упали, загорелись, дым пошел. Самые большие санки и креативные – это самураи, 3 самурая. Гран-при досталось крылатому коню. Челнинцы сделали ставки на прочность и не прогадали. Филиза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.
А в Челнах собрались любители зимней рыбалки. В Автограде ежегодные соревнования. Вместе с челнинцами на Камском льду гости из Менделеевска, Мензелинска, Нижнекамска и Чистополя. Чья команда похвасталась самым большим уловом, знает Светлана Звонарева. Ранним утром любители зимней рыбалки выходят на лед. На этот раз не только с охотничьим азартом, но и с духом соперничества. Их цель – самый большой улов. Впереди 5 часов соревнований. Рядом соперники, судьи и спасатели. Это не является активным руслом реки. Здесь нет такого бурного течения. Здесь нет такого сильного течения. Толщина льда на сегодня составляет у нас около 35-40 сантиметров на данном участке. На лед вышли полсотни любителей зимнего лова, 17 команд, в каждой по 3 человека. Им предстоит не просто найти рыбное место. К улову тоже есть ряд требований. Зачет идет только судак и бёрж. Оценивать мы будем по общему весу от команды. То есть чья команда больше поймала на троих, кто-то и станет победителем. У нас будет 5 призовых мест. Ну, естественно, с акцентом на первое место. Среди участников как новички, так и рыбаки со стажем. А с тем, что рыбалка не женское дело, готова поспорить Алсу Селиверстова. В доказательство уже имеющийся улов. Рыбачим каждые выходные. Могу поспорить, что это, не совсем, как многие считают, не женское дело. Это очень хорошее занятие. Здоровый отдых. Для большинства участников такие встречи не просто состязания, а возможность увидеть старых друзей и найти новых. По словам организаторов, с каждым годом география городов-участников расширяется. В этот раз более удачливой стала команда из Мензелинска. Помимо улова, они получили и денежный бонус. Светлана Звонарева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, ТНВ, Набережные Челны. Стихи, живая музыка и стоп-кадры шедевров мирового кино. В Казанской галерее современного искусства стартовала неделя Андрея Тарковского. На экспозиции работы режиссера и его коллег. Всю неделю в зале Тарковского проходят творческие вечера с лекциями киноведов и обозревателей. А художники пространства Елена Веселова. Тарковский, художник пространства, фотографии со съемок, стоп-кадры из фильмов и цитаты режиссера. Это выставка творчества. Видим фотографии, слушаем стихи отца Тарковского. Я учился траве, раскрывая тетрадь, и трава начинала, как флейта, звучать. Я ловил соответствие звука и цвета. Здесь с ним можно познакомиться, и здесь его можно вспомнить. Вот с потолка свисают гайки, такие же, как в «Сталкере». В фильме их бросают, чтобы определить безопасность местности. Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в зоне есть место, где исполняется желание. Тарковский как человек, как режиссер и как художник. Очень сложный, серьезный и противоречивый. Такой похожий на героев своих фильмов. Ну и упрям же ты, Андрей, прости господи. Андрей Тарковский известен во всем мире. Автор десятков фильмов. В 1984 году он не вернулся в СССР со съемок в Италии. Свою эмиграцию он называл трагедией. На родине его запрещали и не признавали, а на Западе называли гением и первопроходцем. Его обида так и не прошла, поэтому он завещал похоронить себя в Европе. Андрей Тарковский умер в 54 года от рака легких. Он невероятен, потому что все аспекты жизни, творчества, вся философия, вся глубина в этих черно-белых кадрах. И это очень здорово и пользуется очень большим спросом у гостей и жителей нашего города и республики. Очень нравятся фильмы Тарковского «Сталкер» и «Солярис». С другим его творчеством я, к сожалению, не знаком. И это мои любимые фильмы. Просто музыка, картинка, сюжет, персонажи. Мне все в них нравится. Я как музыкант заинтересована его обращением с музыкальным материалом. Мне нравится Бах и то, как он использует, в принципе, музыку в своих произведениях. Я точно смотрела все его фильмы и каждый раз выходил, в общем, состояние, какое-то необычное было состояние. Потому что каждый раз ты осознавал, что тебе хотели открыть какую-то тайну. Неделя Тарковского продлится до следующего вторника. Здесь будут лекции, творческие встречи. Завтра читают поэму «Тарковский. Время картины». В понедельник о совместной работе вспомнит казанский художник Рашид Софиуллин. Елена Веселова, Альбина Салгараева, Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.
25-я симфония Моцарта, фрагменты из балета «Шурале» Фанисы Яруллина и музыка из кинофильма «Сибирский цирюльник». Сегодня в БКЗ прошел очередной концерт в рамках проекта «Достояние республики». Перед любителями классической музыки выступил молодежный симфонический оркестр Татарстана. Их услышала Альбина Салгараева. В начале вечера только классика. Бах, Моцарт, Вивальди. Сегодня репертуар любимый как детьми, так и взрослыми. Оркестр в полном составе и с приглашенными артистами. Молодежному симфоническому оркестру республики 6 лет. Здесь 88 музыкантов. Это ученики музыкальных школ республики. Они, можно сказать, работают в оркестре. Репетиции постоянно и частые гастроли. Много ездили очень по России. И, безусловно, ездили очень много за рубеж. За рубежом оркестр лауреат конкурса Моцарта в Праге. Мы выступали в Берлине, выступали в концертном зале парижского Диснейленда. Аделя Ганиева играет на флейте. В оркестре уже 4 года. Мечтала в него попасть, в итоге ее пригласили после одного из конкурсов. Когда я пришла, мы играли «Сенсанс. Карнавал животных». Мне это очень понравилось. Сейчас мне нравятся татарские народные песни, которые мы играем. Фарида Яруллина из балета «Шурале». Во втором отделении сегодня и татарская музыка. Отрывок из балета «Шурале» Фаниса Яруллина, обработка песни «Апипа». Напомним, что концерт сегодня проходит в рамках проекта «Достояние республики». Его представляет маэстро Александр Сладковский. Альбина Салгараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. А в конце нашей программы все самое интересное и популярное в интернете в нашей постоянной рубрике «В сети» от Армана Костаняна. Всем привет! Вечер, суббота, а это значит самое время отложить свои смартфоны и гаджеты в стороны, потому что ближайшие 5 минут все самые интересные новости интернета за эту неделю будут на ваших телеэкранах. Это рубрика «В сети». Начнем! Для начала несколько интересных кадров, которые были сделаны в Казани на этой неделе. Домофон на столбе. Очень оригинально и интересно. Куда он открывает дверь? Может, это вход в Нарнию? Нет. Это вход на платформу 9 3/4, чтобы отправиться в Хогвартс. Русская версия. Как вы думаете, что это? Нет, это не маленький магазинчик на остановке. Это и есть остановка. Новая, модернизированная. Зимой там тепло, летом работает кондиционер, есть камера, виндинговый автомат, телевизор. Короче, ребята, полный фарш. Можете сходить туда, посмотреть что да как. Это на остановке «Разъезд Восстания». Вскоре должны быть еще несколько таких. А на следующий день в этом же районе открылась еще одна остановка. Комплектация «Царская». Таких в Казани, думаю, чуть больше. Видео, которое за сутки обошло уже весь российский интернет. Больше, чем у Тимати. Именно такой заголовок у видео. Чтобы ваша фантазия сильно не разыгрывалась, давайте сначала посмотрим это видео. Папа, мама опять себе поставила открытым. И мы для тебя сделали сюрприз. Мы из твоих денег сделали гигантский ковер. У нас больше, чем у Тимати. Вот это сюрприз! Думаю, сейчас все захотели такой ковер. Сам папа детей потом сказал, что ковер состоял из более чем 5 миллионов рублей. Он говорит, снял деньги, потому что вскоре должна была быть сделка. Ну, а 2 миллиона всегда лежат на запас. Ну да, 2 миллиона на запас. Вдруг захочу шоколадку купить, и мне не хватит, ну там, плюс-минус 2 миллиона. Причем всех забавила эта фраза в видео. У нас больше, чем у Тимати. Сам Тимати выложил это видео с фразой «Русик, адрес не подскажешь?» Думаю, за таким ковром не только Тимати приедет. Так что вот такие вот веселые ребятишки. Следующее видео не совсем однозначное. Неоднозначное, потому что непонятно, о ком конкретно речь идет и постановка ли это. Ребята, а что здесь происходит? Не знаю, пришел, лопату отобрали. Лопату отобрали? Вот это да. Вот смотрите. Что, неужели у нас чиновники работать стали? Нифига себе. Дорожным службам помогает, наконец-то. Хоть что-то поменялось у нас в стране. А сейчас поговорим о человеке, который, собственно, и мог организовать этот челлендж в нашей традиционной рубрике «В сети с президентом». На этой неделе Рустам Минниханов в соцсетях не сильно активен. Здесь его сын, который явно хочет попасть в команду КамАЗ-Мастер. Встреча с министром культуры России и самая интересная выставка ретро-автомобилей на открытии паркинга перед НКЦ «Казань». Так что не удивляйтесь, если на следующей неделе Рустам Минниханов приедет на работу на, например, вот этой красотке.
Все-таки не перестаю убеждаться в том, что в Татарстане живет веселый народ. Вот, например, в Челнах на свадьбе была замечена пчела. Казалось бы, ничего удивительного. Прилетела пчела и все. Но она была в качестве гостя на свадьбе. Причем не одна пришла, а с друзьями. Уверен, свадьба прошла на высшем уровне. Я бы даже сказал, на патриотическом. Крещение уже прошло, а наши татарстанцы продолжают нырять в ледяную воду. Эти парни живут в 2039 году точно. Посмотрите на эту баню-палатку. Это же гениально. Переносная баня. Парилка, где можно хорошенько прям согреться. Прям смотришь и сразу прыгнуть хочется. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. В первом месте бой Емельяненко и Бейдера, где, к сожалению, Федор проиграл. На втором месте блокада Ленинграда. 27 января 1944 года она была окончена. И замыкает топ тем Венесуэла, где сейчас идут большие митинги. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! А на этом наш выпуск завершен. Хороших выходных. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В историческом центре Казани открылся самый технологичный паркинг города. Почти 1000 парковочных мест, 4 яруса, уникальная система дымоудаления и очистки от углекислого газа, автоматизированные паркоматы, автоматическая автомойка и даже зарядные станции для электрокаров. Несколько въездов и выездов, а главное – идеальное расположение. Паркинг на НКЦ. Оставь машину и наслаждайся городом. Наркологический центр «Лотос-Мед». Комплексное лечение алкоголизма, комфортный стационар, амбулатория. Белкада туннар белән хушлашалар. Бары тик 10 февральгә кадәр барлык мех эшләнмәләргә 50%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан 7. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно, круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265 99 11. Здравствуйте! Поговорим о погоде на воскресный день после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево по-прежнему сохраняется пасмурная погода. Температура воздуха -7. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге всего 6 мороза, переменная облачность, временами снег. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске также переменная облачность и около 8 мороза. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтасе температуры повысились, днем -5. А на юго-западе, в Болгаре, Буинске, Держаном будет еще теплее. Тут всего 4 градуса ниже нуля, местами снег. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше около 6 мороза, будет пасмурно, временами снег. В последующие дни температуры станут немного ниже. ООО «СМУ номер 12» в честь Дня влюбленных дарит скидку до 100 тысяч рублей. Сделайте подарок своим любимым. Купите квартиру в ЖК «Приволжский». Записывайтесь на просмотр квартир по телефону 561 08 81. Дорогая, я подарю тебе звезду. А может, лучше квартиру? С нами возможно все. Только в честь праздника Дня влюбленных. Квартиры в ЖК «Приволжский» со скидкой до 100 тысяч рублей. 561 08 81.
В Казани облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Днем -3, -5. Ветер южный слабый. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.